Здравствуйте. Специально перед нашим выходом в прямом эфир вы увидели такую картинку, где находится бригада якутских водителей на одном из заводов Москвы, правильно? И с этого все начиналось. Сейчас мы присутствуем на площади Орджоникидзе. Перед вами эти автобусы, которые мы видели на заводе. И сейчас я стою одним из начальников этого дела, Сергеем Николаевичем Максимовым, директором ЕПАК. Сергей Николаевич, может, вспомним, как это было, а потом расскажете об автобусах. Ну, на самом деле задача это по обновлению подвижного состава города Якутска стояла давно. Были очень тяжелые там кризисные времена, и вот наконец-то пришел тот день, когда надо было определиться именно с маркой автобуса. До этого пробовали и китайских производителей. Тут нас пригласили в гости, это группа ГАЗ, показать свою продукцию. Вот все вместе дружно поехали в командировку, посетили завод ЛиАЗ, на котором нам представили полный спектр всей техники. Это и автобусы ЛиАЗ большого класса, и среднего класса КВЗ, и автобусы ПАЗ. Поэтому долго очень думали и на месте сразу же определили, что у нас в городе нужны автобусы среднего класса. И самое главное, чтобы они были у нас на газовом топливе, на метановом, который позволяет резко не увеличить эксплуатационные затраты. Вот благодаря этой поездке сегодня у нас это уже не первая партия, вторая партия автобусов из количества 20 штук прибыла в город Якутск и будет перевозить наших горожан. И самый главный момент, то есть у нас сегодня прибыл новый автобус ЛиАЗ, который соответствует всем международным требованиям, применены все новые технологии в производстве его. Это низкий пол, газовый новый мотор, система климат-контроля, которая будет поддерживать тепло не только зимой, но и в наше жаркое лето. То есть будет в автобусе достаточно комфортно передвигаться по городу и пригороду. А вот за вами стоят вот эти ЛиАЗы, это частные, да? Это ПАЗы, да? ПАЗы. Да, и это автобусы, да, то есть наши коллеги приобретают, коммерческие перевозчики. А как это делается? Да, здесь большая очень заслуга администрации города Якутска, специально разработанная программа поддержки предпринимателей, которая на льготных условиях кредитует и вот позволяет приобретать такие хорошие комфортабельные автобусы. Сейчас я оператора прошу выйти сюда, показать нам новый автобус. Это, как мы привыкли говорить, это государственный автобус, да? Так. Да, муниципальный, да, это муниципальный автобус. На самом деле это для нас сегодня очень большая гордость, что у нас появился такой автобус. Вот я тогда, мы еще показывали, какие были, вот это вот сейчас будут проверять, сказали, но я поднять не могу один. Да нет, спокойно все. На самом деле это достаточно самый простой способ. Здесь еще должен быть бордюр остановочный, поэтому в принципе никакого усилия заехать вообще не будет. Плюс система у нас опрокидывания автобуса на 7 градусов работает, чтобы легче было. Он наклоняется, да, он наклоняется. Автобус на 7 градусов, когда подъезжает к остановке. Ну, здесь вопрос на самом деле очень просто. Если человек, которому нужно попасть в автобус, с ограниченной возможностью, есть специальная кнопка, она вот здесь справа нажимается, ну и водитель выходит и помогает. А, вот это вот, да? Да. Давайте покажем. Это связь с водителем, да. Связь с водителем. Это вот автобус сейчас вот в таком транспортном положении, и до этого он находился именно в положении для... Вот пойдемте покажем нам салон-то хоть новый. Вот он сейчас опустился специально для нас. Ну, на самом деле, здесь учли все наши северные пожелания, полностью низкий пол в автобусе. Я помню, как вы же с инженером разговаривали на и очень много было претензий именно по салону, да? Да, и много именно было. Наши северные водители говорили, какие нужны. Да, здесь вопрос еще очень важно уделяется, то есть это утеплению, то есть здесь утепленные полы, стены, стоят полностью стеклопакеты. Ну и самое главное, что здесь не забыли и про наше жаркое лето, что система климат-контроля, которая вот здесь вот по бокам, она то есть доводит до той... какие-то есть, да? Нет секретов, просто есть специальные воздуховоды, которые полностью смешивает воздух и создает ту температуру, которая нужна именно в салоне. Задает ее водитель, то есть у него есть там специальный
Ну, как у любых дома на кондиционере, то есть выставляет, сколько градусов должно быть. И то есть А я помню, что москвичи говорили о том, что на ваших дорогах эти автобусы месяца. Был такой момент, да? Ну, поэтому вот мы и приобрели в этом году один автобус, для того, чтобы все-таки подтвердить все ходовые качества, потому что здесь тоже такие новейшие все технологии, именно задний мост портальный идет, передний мост тоже совершенно нового образца, тормозные системы как бы стоят дисковая, то есть что позволит как бы очень плавно, динамично тормозить, автоматическая коробка передач. Ну, все те разработки, которые сегодня существуют, они воплощены в этом автобусе. Вот это вот что у нас? Это здесь специальное устройство, здесь когда у нас человек с ограниченными возможностями здесь, чтобы... здесь коляска Да, встает? здесь коляска встает, да, это вот чтобы мягко было, и здесь можно было спокойно держаться. То есть не как бы передвигать по автобусу. Но я здесь одной вещи не заметил, да. А как, вы знаете, я из советского прошлого, помните, у нас были эти талончики, как здесь оплачивать за проезд? Ну, система, она очень простая, она же такая у нас электронная оплата проезда с валидатором штрих-М, как бы она применяется. Ну, к сожалению, мы еще не успели ее оборудовать, потому что автобусы не так давно пришли. А Ну, давайте то есть пройдем. давайте пройдем. Вот, как к водителю, да? Здесь специально, безопасность прежде всего, да? Да, конечно. Ну, у водителя очень такое комфортное рабочее место, потому что здесь и сиденье на воздушной подвеске, полностью вот электронное управление. То есть Что все значит приборы, на всё. воздушной подвеске? Что это То означает? есть сиденье выставляет сам водитель высоту полностью и согласно своего веса, то есть оно как бы получается будет амортизировать на всех неровностях дороги. Также рулевая колонка, она полностью регулируется, то есть под водителя идет целиком. Потом видеокамеры, которые установлены в автобусе, они показывают, то есть что происходит при высадке, посадке в дверях. То есть, также при сдаче задним ходом полностью идет. Ну, то есть оборудовано достаточно очень так. А как водители функционально. отзываются о кабине? Ну, водитель отзывается о кабине достаточно хорошо, потому что очень хороший обзор полностью идет. То есть видно и салон, и впереди дорожные условия, что у нас там есть, транспортный поток. Я попрошу оператора показать, вот с видео в автобусе здесь прямо все написано, смотрите. Так, видеокамеры, здесь стоит бегущая строка, которая будет писать подъезжающий остановок. Рейсоуказатели полностью стоят, то есть будут показывать, какой маршрут едет, чтобы видно было. Общество число пассажиров Да, 108. вот это вот управление системой климат-контроля слева. Ага. То есть, Юрий Николаевич, у нас есть человек, который будет все это реально на себе проверять? Сейчас вперед. Сейчас мы проверим. О, кстати, к нам подъехал Александр, он не первый раз советник главы города Якутска. Здравствуйте, Александр. Вы сегодня выступаете в качестве, так сказать, Эксперта. эксперта. Давайте посмотрим, как действительно это реально на виду можно сделать. Вообще, Александр, вы уже испытывали такие вещи? Вообще, я думаю, что вот эти лиазы, автобусы, это как раз то, что нам надо, потому что в других городах именно они используются, и люди на колясках спокойно передвигаются по городу. Это были Хабаровск, Владивосток. Это Москва, в том числе Москве, даже. А в Хабаровске, Владивостоке пока В нет. Хабаровске уже есть, во Владивостоке я, к сожалению, не видел, но не успел. В Владивостоке я был слишком короткое время. В Хабаровске пока тоже несколько таких автобусов есть, на некоторые маршруты пока что выпущены, и они точно такие же ходят. А в Москве практически весь автопарк оснащен именно такими автобусами. Тогда, Саша, можно как это в жизни? Только вот смотрите, вы подъезжаете, вы должны нажать, и кто-то должен выйти и помочь. Ну, Я правильно? вообще, на практике это происходит так. Автобус, когда подъезжает, человек на коляске, если стоит, машет рукой водитель, чтобы водитель видел. Водитель выходит сам, помогает при посадке. Во время посадки пассажир говорит, на какой остановке он выходит. И водитель автобуса также на этой остановке помогает выгрузиться из автобуса. Ну вот, в принципе, вот такой достаточно простой механизм. Ну давайте продемонстрируем. Давайте попробуем. Попробуем. Так, говорил, нужен зонтик. Ну, вообще это Подошел с помощью водителя, да. Вот видите, сейчас автобус, он наклонился. В принципе, вот этот пандус, он должен ложиться на бордюр. Тогда он не будет такой крутой. Сейчас автобус наклонился, есть возможность с помощью водителя. Здесь есть кнопка. Пассажир Вот мы может нажали, нажать кнопку,
Да, там сигнал появляется у водителя. Давайте посмотрим, как это будет. Вот. И теперь Саша должен внутри автобуса, смотрите, Специальное место для да. пассажира на коляске с откидывающейся рампой. И еще, по идее, где-то ремень, по-моему, бывает, да? Здесь, наверное, нет. Аккуратно. Включите телефон. Ремень. Ага, бывает, когда есть. Вот. Останется И только- здесь, кстати говоря, вот тоже Если кнопка, выходить, тоже да. кнопка для выхода. Там слышно, да, сигналит кнопка. Да, Есть. сигналит. Ага, работает. Теперь вам, Саша, осталось узнать, на каких маршрутах будет такой автобус, да? И вообще, кстати, желательно, конечно, вот автобусы, которые приспособлены для коляски, их внести в базу, наверное, транспорта, чтобы они были видны, чтобы человек на коляске мог видеть в интернете, а не ожидать эти автобусы, например, не зная, на каком маршруте они будут. Ну вот это вот пожелание, наверное, самое главное. Я пользуюсь возможностью, хочу сразу задать вопрос, будет ли учитываться данный автобус вот для таких рейсов, которые как раз нужны для таких людей. А у нас это же в основном медцентр, да, получается, областная больница и, наверное, еще диализный центр, да? Примерно так. Ну, сегодня мы приобрели только один такой автобус. Мы приобрели его для МУП ЕПАК. Мы хотим его опробовать, как он у нас будет работать в зимний период, насколько он теплый. На сегодняшний момент уже можно заметить, что здесь новые отопители установлены, двойное остекление, система кондиционирования есть. Кроме того, здесь новая подвеска, она гидропневматическая. Мы хотим попробовать в зимний период, насколько он будет у нас, насколько себя хорошо он покажет, а уже в зависимости от этих показателей на будущий год мы приобретем большее количество, больше одного. Мы сейчас находимся в прямом эфире. Можно сразу представить, чтобы многие даже Воробьев, удивлены. да, Воробьев Михаил Сергеевич, заместитель главы по экономике и финансам. Города Городского округа города Якутска, совершенно верно. То есть задача приобретения данного автобуса это не просто там один, а уже четко понимать, сколько вам еще нужно будет и Ну, куда, да? приобрели пока один, да. мы его попробуем, насколько он покажет хорошо себя, учитывая, что это первый низкопольный автобус у нас в городе Якутске. У нас же, Сергей Николаевич, низкопольных вот таких вот больше нет, да, это первый низкопольный. Посмотрим, как он себя покажет. Если он себя зарекомендует хорошо, то на будущий год мы предусмотрим средства, чтобы их купить уже в большем количестве. По количеству пока ничего не могу сказать. Бюджет города находится сейчас в процессе формирования, поэтому пока не могу сказать, какое это количество будет. Нет, 10, это же дает право вам проанализировать, какие маршруты необходимы и нет, рентабельно. Я не знаю, как это правильно. Эти автобусы, они ориентированы на пригород. Вот эти большие автобусы, где ездит у нас МУП ЕПАК, это пригородные маршруты. У нас на сегодняшний момент есть автобусы, но потихонечку у них уходит срок эксплуатации. Вот, нам необходимо их менять. Кроме того, все-таки они без тех удобств, которые есть в этом автобусе. То есть пазики будут меняться полностью, что ли? Нет, на самом деле все автобусы городские менятся, то есть пазики, то есть где городской транспорт будет меняться на средний класс, а наш муниципальный парк, который задействован в пригороде, будет меняться на большой класс. Поэтому задача стоит, чтобы 100% автобусов были все вот такие удобные, комфортные, низкопольные. И здесь вот почему полностью установили систему климат-контроля, то есть здесь очень важно сейчас посмотреть, насколько она будет эффективно работать у нас в наших условиях. Потому что от этого будет зависеть от принятия решения о комплектации следующих партий автобусов по замене. Ждем якутскую зиму, я так говорят, да, чтобы проверить уже окончательно. Нет, зима на одну, но у нас еще есть очень жаркое лето, в котором тоже надо достаточно комфортно передвигаться, потому что сейчас вот в автобусе, когда 35 в этом году жара была, на самом деле не очень комфортно было. А тут с системой климат-контроля, когда будет поддерживаться одна температура с помощью кондиционера, то есть я думаю, что наши поездки наших горожан будут такие уже более такие на автобусе желаемые. Ну, а если сказать об оснащении автобуса, да, кроме того, что я назвал, вот отопитель, система кондиционирования, по умолчанию установлены камеры видеонаблюдения, они установлены как внутри автобуса, так и снаружи.
Какие у нас еще? Бегущая строка, Да, сразу электронное табло, бегущая строка. Рейсовый указатель здесь, сзади находится. Ну и можно посмотреть рабочее место водителя. Оно Вы сейчас совершенно, посмотрели, просто нас интересует, вот, насколько будет это оно совершенно новое. да, практично для наших пассажиров, как вы считаете? Я не знаю, я просто-напросто был в Москве, да, ездил специально на автобусах, потому что с этой группой ребят ездил в Москву на этот завод. Просто, честно скажу, я зашел в автобус в Москве и вспомнил Якутск и просто промолчал, понимаете, это земля и небо, естественно. Ну да, вот данными автобусами в последнее время в Москве Мосгортранс обновляет свой автопарк. Поэтому мы тоже сделали выбор в сторону этого завода, потому что, ну, конечно, качество, комфорт намного выше. А вот с точки зрения экономической, я хотел задать, конечно, Сергею Николаевичу этот вопрос. Вот есть какая-то определенная сейчас проблема, да, это частные предприниматели, которые, кстати говоря, вот они закупили, да, и государственные муниципальные автобусы. Мне кажется, проблем нет, только у нас услуги разные. Или вот здесь немного не понимаю. Ну, у нас на данный момент пока действует принцип разделения. Муниципальное унитарное предприятие ЕПАК, оно работает на пригородных маршрутах, плюс у них есть подразделение детские автобусы. Это те автобусы, которые у нас прикреплены к определенным школам. Вот. И есть частные предприниматели. Частные предприниматели тоже благодаря существующей программе через фонд развития города Якутска они получают заем под 7% годовых на 5 лет и могут обновлять свой автопарк как раз таки вот современными автобусами ПАС «Вектор». И вот они будут, частные предприниматели будут ездить по путевым местам, которые предоставит администрация города Якутска. Нет, на сегодняшний момент у нас существует соглашение с каждым маршрутом. Соглашение было подписано в августе месяце прошлого года. Были проведены определенные торги, и на основании этих торгов были заключены данные соглашения. Есть определенные предприятия, например, ООО «Маршрут номер 5», да, у которого есть договоры с частными перевозчиками, они осуществляют свою деятельность на определенном маршруте. При этом есть соглашение о том, что стоимость проезда, она зависит, связано, скажем, со стоимостью проезда, которую муниципалитет устанавливает для муниципального автотранспорта. То есть вот мы говорим про 28 рублей, про различные карты ультралайт и так далее. Ну, я зачем поинтересовался, это просто будет ли связано приобретение данных автобусов совсем с политикой города, это улучшение жизни. Я вообще хотел сказать для наших зрителей, да, мне кажется, пассажир всегда прав, это было бы великолепно, но в данной ситуации это проезд и вести себя соответственно, да. И вот здесь администрация города Якутска что пожелала бы нашим пассажирам? Ну, во-первых, мы всегда рады обратной связи. Мы всегда говорим о том, что мнение пассажира, оно очень важно для нас. И исходя из тех пожеланий, которые высказывают пассажиры, мы пытаемся перестроить нашу транспортную сеть в целом. Мы не говорим не только про сам подвижной состав, мы говорим про остановки, про маршруты, все исходя из пожеланий. Поэтому хотелось бы больше слышать мнение, пожелания наших горожан, чтобы мы могли существующую схему, исходя из требований горожан, перестроить. Сергей Николаевич, а вы могли бы нашим пассажирам или нашим водителям в этот день, кстати говоря, может поздравить водителей и пожелать нашим пассажирам? Ну, хочется поздравить и водителей, и пассажиров, потому что каждый новый автобус, он улучшает качество обслуживания перевозок и наших горожанам, то есть делает более доступной все эти поездки на наших автобусах. Поэтому Проезд будет 28 рублей. Не, на самом деле проезд, ну, к сожалению, вещь такая, которая постоянно периодически пересматривается из-за всех экономических составляющих. Но на сегодняшний момент он 28 рублей. Более того, что у нас в городе еще есть возможность ездить и по 16 рублей, приобретать там льготные проездные билеты. Поэтому тут доступность именно в передвижении по городу на автобусах у нас она полная. Поэтому для нашего города очень высокий пассажиропоток. Он составляет в среднем где-то порядка 130-140 тысяч человек в день. То есть людям удобно, комфортно передвигаться, то есть на автобусах. Стоимость доступная, интервал движения он приемлемый. То есть
Не надо стоять там час там, и 40 минут ждать автобус. Ну, что касается даже наших пригородных маршрутов, у нас средний интервал в дневное время он составляет от 10 до 20 минут, а в городе он вообще 5-7 минут составляет. Здесь, как бы, я думаю, что более чем достаточно. И выход автобусов у нас он достаточно высокий. Если сравнить ближайший город Хабаровск, то у них население около 700 тысяч, то есть практически в 2 раза больше, чем в Якутске. На линию выходит транспорт общего пользования где-то 600-650 единиц. У нас жителей официально 332 тысячи, то есть с учетом пригорода у нас выходит около 500 автобусов. То есть, Из них новых сколько сейчас получается? Вот эти 20 и первый этап. ну, то есть новых у нас получается в городе 38 автобусов, это ПАС «Вектор» новейших. И в Ипаке вот приобрели 8 автобусов, те, которые тоже будут работать полностью на линии. Причем, что сегодня в ИПАК приобрели еще междугородний автобус, то есть большого класса, который тоже позволит расширить, как бы, деятельность предприятия, осуществлять междугородние перевозки. Первый аукцион уже выигран, это Якутск Покровск Максоголов, который буквально в сентябре начнет обслуживать наше предприятие. Поэтому стараемся повысить качество обслуживания. Пригласите на этот первый. Обязательно. Посмотреть на автобусы как-то. Конечно. Дорогие друзья, хотел с вами пока попрощаться и прошу нашего оператора показать. Извините, здесь, да. Пару слов вот насчет доступности хотел бы вот именно этой модели, да, то есть вот, мы вот посмотрели, что мне помогает вот водитель попасть сюда, но доступность здесь идет не только для людей на коляске, в принципе вот гидропневматика, которая тоже была продемонстрирована, она может помочь также вот людям с травмами какими-то временными, например, да, или с нарушением опорно-двигательного аппарата, скажем. Со зрением, да, вот со зрением тоже здесь вот то, что табло информационные, ну, если, например, там об абсолютно слепых, может быть, конечно, наверное, у них спросить, да, но, в принципе, у тех, у кого просто зрение нарушено, там, скажем, для них табло яркое, то есть в яркой расцветке, то есть чтобы контрастное было, да, было лучше видно. Но вот именно, как я вот повторюсь еще раз, вот именно эта модель используется в Москве, и в принципе у нас Москва наиболее доступный в транспортном смысле город. Надеюсь, что вот эта модель приживется и у нас тоже, будем надеяться. Ну а так вот, что представиться, поскольку в прямом эфире, Александр Прокопьев, советник главы города Якутска, член штаба Якутского регионального отделения ОНФ. Александр, тогда уж вы посоветуете нашим инвалидам, да, сразу уже давать заявки. Куда же все-таки Вот. ездить? Это один из самых принципиальных вопросов. Но у нас вообще, наверное, самый востребованный маршрут это в Кангаласы, наверное, потому что там находится специализированная поликлиника. И вот у нас сейчас есть служба сопровождения, и заявки туда поступают больше всего именно в Кангаласы. Ну, конечно, это будет решать руководство ЕПАК, но я бы вот, как советник главы, да, порекомендовал бы отправить его на 104-й маршрут в Кангаласы. Вот. Спасибо, спасибо. А мы сейчас прощаемся с вами. Я хочу оператора попросить немного показать другие автобусы. И мы минут через 10 опять выйдем в эфир уже с другими автобусами. А ты как советник